предыдущем выпуске. Выпуск посвящен путешествиям не по путевкам, а дикарем. Основной целью нашей поездки был фестиваль, металл-фестиваль в Бельгии, в городе Дезел. Фестиваль очень крупный, один из крупнейших в Европе. То есть весь наш трип был построен вокруг этого феста. Фестиваль вообще нормальный, короче, вообще. Я видел своими глазами, как выступает моя любимая группа Scorpions. Я видел, как выступает группа Motorhead. Я видел, как выступает группа Slipknot. Видел, как выступает группа... Да, видел, видел, как выступает Slash. Смотрел в школьные годы клипы Guns N' Roses и никогда не думал, что своими глазами увижу, как Slash играет соло. И я увидел своими глазами, как Slash играет соло. На этом фестивале было огромное множество групп, но, конечно, очень круто зажгли прям пенсионеры KISS. То, ради чего стоит идти на живое выступление, особенно таких легенд рока, как KISS, так это ради шоу. Я не видел никогда еще KISS, которые меня поразили, просто взорвали мое воображение. 4 старых мужчины могут очень нехило зажечь 65 тысяч человек. Группа KISS играет с 1973 года, и ребята, они за это время научились играть так, что вы думаете, ну, ребята в гриме, огонь из гитар, длинный язык Джина Симмонса, что это вас не удивит, это все ерунда. Когда вы видите их вживую, как, в принципе, легендарные персонажи перемещаются на сцене, как они живут на сцене, они показали такой уровень, который я никогда раньше не видел. Увидели, как летает басист, перемещается на тарзанке гитарист. Ну, это очень прикольно, учитывая то, что им уже там по 70 лет. Старички, короче, зажигают вообще по полной. Хедлайнерами второго дня была команда Slipknot, во время которой меня чуть не задавили прямо в центре толпы. Я сбежал. Другие ребята были впереди у сцены и видели их. Собственно, сбылась их мечта тоже. А на третий день наш дорогой, горячо любимый и чрезвычайно подгоревший в Лапинеде Илья был просто ошеломлен, потрясен и обескуражен выступлением группы Scorpions.
здорово, на этом концерте я поймал полотенчик. Во время фестиваля мы встретили очень старого мужчину, который был настолько стар, что суперстар. У него руки по локоть обклеены проходками на всяческие фестивали. Также во время фестиваля я увидел крутого чувака Газманки, но я с ним не сфотался, вот я лошара. Мы вам расскажем, что вообще происходит на первых рядах, когда вы слушаете ваших любимых исполнителей прямо у сцены. Это очень сложно, но это достижимо. Вас никто туда не пропустит по доброй воле, поэтому вам нужно идти на некоторые ухищрения. Во-первых, все люди боятся людей со стаканами, но это будет работать тут где-то до середины. Но в это же время оставаться в середине ни в коем случае нельзя, потому что когда выступают очень-очень мощные заводные группы типа Motorhead, типа Slipknot или что-то подобное, они начинают ходить кругами, они начинают толкать тебя так, как тебя не толкала мать при родах, и это просто нереально. Circle Pit. Люди начинают носиться, бегать, толкать друг друга. Это очень весело, но если вы в этом пого-дэнсе участвовать не желаете, тем хуже для вас. Сережа попал в Circle вот этот вот на Слипноте, и прям вообще меня там засеркали прям. Если вы участвуете в Circle Pit, вы просто бежите, добегаете до того момента, где вот радиус этого круга подходит ближе к сцене, и так выпрыгиваете. Практически, наверное, будете это к ряду в 7-8. Тут вступают наши любимые персонажи, это стейдж-дайверы. Вы можете этого стейдж-дайвера не просто передать впереди идущему человеку, а вы можете его подхватить и с ним как с бревном просто пробежаться чуть-чуть вперед. Бородатый мужчина в костюме Sailor Moon поплыл по рукам. Мы его подхватили как бревно, поскольку по своим тактико-техническим характеристикам он на него, собственно, и был похож. И вытащили его где-то ряду к третьему. Чтобы на концерте Slipknot оказаться во втором ряду, нужно очень много денег заплатить за билет, а на фестивале достаточно просто найти Sailor Moon. Да, потаскать. И призвать ее лунную призму. Законный и простой вариант – это вы просто приходите к открытию дня, это 12 часов, бежите просто, сломя голову к сцене и просто занимаете место у парапета и стоите там. В толпе приходится стоять по 2, по 3 часа, или как мы в толпе стояли 6 часов. Вот наш трофей, это вот преимущество того стояния. Полотенце Матиаса Япса и Стивена Коттека из группы Scorpions. Он Стивен, он не Джеймс. Ой, господи. Элис Купер кидал в толпу все, что мог. Все, что попадало ему под руку. Весь блошиный рынок Он выкинул туда и 2 свои трости. Он выкинул туда огромную связку каких-то цепей. Он выкинул какие-то денежные купюры. Он выкидывал туда. Слезу русалки он выкинул. Также на концерте Scorpions было очень много таких подарков, медиаторов, которые музыканты используют на сцене. Они их выкидывают не то, что через песню, они за песню меняют их по 3, по 4. Да. Все, что они используют, они не кидают под ноги, они стараются отдать вам. Что бы я хотел отдельно отметить, это работа стаффа, то есть охраны. Охранники для многих людей, которые стояли у сцены в первом ряду, стали чуть ли не лучшими друзьями, потому что я неоднократно видел, как с охранниками прям здороваются, говорят: «Привет, как дела?». Скажем так, они с пониманием относятся к любым проявлениям вот этого музыкального фанатизма, дают попить воды, они могут помочь человеку, если видно, что человеку там становится плохо. И это все происходит вежливо, деликатно, но иногда, когда нужно, жестко. Вот. И поэтому охранникам отдельный респект. Я вам рекомендую не только побывать на музыкальном фестивале, но еще и посмотреть от самой сцены, как разворачиваются там дела. Фестиваль этот на самом деле такой имеет очень высокий статус. Он даже имеет статус национального фестиваля. Его поддерживает непосредственно само правительство Бельгии, так как это культура все равно. Кто бы как это не видел, но
Металлисты — это тоже культура своего рода. Клевая такая тусовка, большая, проходящая на очень-очень высоком уровне. После нашего замечательного фестиваля мы отправились в не менее замечательный город Амстердам. Амстердам – это крупный портовый город, который известен с незапамятных времен, и известен он своей портовостью до такой степени, что фантастические произведения посвящают Амстердаму именно в аспекте того, что он город международной, а в дальнейшем и межпланетной торговли. Все эти мелкие европейские улочки в лучших традициях представлены, вы можете ими насладиться. И что самое парадоксальное и самое прекрасное в этом городе, несмотря на его историчность, город живет, дышит, это очень живой и естественный город. В центре города Амстердам мы зашли в кафе. В этом кафе подают аргентинские стейки. Вся стена при входе обклеена валютой различных стран. Эта валюта подписана гостями этого заведения. Все желают удачи и передают большой привет. Но мы оставили тоже свои 10 рублей. Могли бы больше, но не стали. Если вы хотите своими силами осмотреть достопримечательности Европы, вам понадобится непосредственно план вашей поездки. Вы должны четко знать, куда ехать и что делать, что вы хотите посмотреть и на что рассчитываете. Самое важное – это трезво представлять, сколько времени вы потратите на то или иное действие. За 25 дней в Европе мы просто совместили и отдых на море, и посещение различных городов, и посещение фестиваля. Где-то себя сдерживали, в чем-то отказывали, но, в принципе, грубо с Москвы по 100 тысяч рублей на человека. Всем, кто нас смотрит, я желаю отличного лета. Езжайте в какие-нибудь дальние или ближние поездки, познавайте что-то новое и будьте всегда в движении. Доставайте блокноты, пишите в них ваши маршруты, и могу вас уверить, путешествие в этом случае вас не разочарует. С вами была программа «Пропеллер». Всем пока! Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away with the wind of change. Да нет. Tonight's the night, let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it, like oh my god. Jump out that sofa, let's kick it. Анна Домини и Пропеллер представляют 25 июля туркомплекс «Сататас». Фестиваль под открытым небом Sounds of Sakha. Живая музыка, видеоигры, арт-выставка, кинопоказы, спортивные соревнования, фудкорт, флайер-шоу, настольные игры, конкурсы и слишком крутые призы от официального представителя компании Samsung в Якутске, развлекательного центра ИКТ RC Drift, магазина игровых приставок и аксессуаров «Аркада». Генеральный информационный партнер — сеть ikt.ru. Билеты в кассе кинотеатра «Центральный».